Вот так каждое утро уже 55 лет подряд учительница математики Рима Тарба спешит в класс к своим любимым ученикам. Поздоровавшись с детьми, она начинает свой урок. Здесь все ее слушают внимательно, не перебивая. Наверное, нет в школе ребенка, который не любит Риму Кирилловну и не знает о ее заслугах перед родной школой. Она проработала в ней большую часть своей жизни, и ей есть что вспомнить. Здесь учились ее отец, родной дядя и она сама. В эту школу ходили ее дети, а сейчас и внуки. Вся династия моих тарбовцев, все заканчивали эту школу. Закончив эту школу, нас отправили в абхазскую школу. И после окончания школы на распределение студентов приходит зав. РАНО, тогда уже был он зав. РАНО, мой бывший директор Алексей Кадырович Лейба. И говорит: Риму Тарба отправить нужно в эту школу. Ну, с этого момента я в 62-м году, я с 62-го года работаю, я пришла в тот коллектив, который меня выпускал. Праздничная атмосфера царит в школе повсюду. В коридорах развешаны фотографии, каждая из которых – это маленькая история, которую по крупицам собирали все, кто в ней когда-либо работал или учился. На сегодняшний день Бомборская школа считается одной из самых лучших в стране. В ней работают опытные учителя, для которых обучение и воспитание подрастающего поколения – главное в жизни. Сама школа была открыта в 1897 году при церкви. Тогда она называлась Четырехклассная церковно-приходская школа. Сюда ходили дети из близлежащих сел. Обучение велось исключительно на русском языке. Позже школа была переведена на 10-классное обучение. Уже после войны было создано несколько абхазских классов. Сейчас здесь учатся около 700 детей в 2 смены, а классы разделены на 4 группы, одна из которых абхазская. Я очень люблю свою школу, хочу поздравить, чтобы она дальше так и процветала. Она подарила очень много друзей, здесь у меня очень-очень много друзей. Все они очень хорошие, с ними я очень сдружилась. Учителя очень хорошие, справедливые. Я очень люблю моего классного руководителя и всех остальных учителей, которые нам преподают уроки. На сегодняшний день в школе работают 52 учителя. В коллективе большое количество молодых специалистов. Очень часто сюда возвращаются работать те, кто когда-то ее окончил. Для многих из них работа в родной школе значит многое. Я закончила, к счастью, эту школу, потому что эта школа действительно дает хорошие знания. И я знала, что я приду в эту школу работать. Другую школу, в принципе, я себе не представляла, потому что я училась здесь, хороший коллектив и учителя. Будучи ученицей, мне очень нравились учителя этой школы, доброжелательные, знающие, дающие знания. И поэтому, наверное, они были у нас примером, и выбор, конечно, не стоял. Я шла сюда. Сегодня школа нуждается в ремонте. Последний раз ремонт косметически проводился здесь более 5 лет назад. Сейчас парты и стулья давно устарели. Необходимо обновить мебель во многих классах. Более того, у школы нет сегодня актового зала, где дети могли бы проводить мероприятия. Отсутствует и полноценная столовая. Тем не менее, сегодня все это не мешает детям хорошо учиться, а учителям преподавать. Садись хорошо, Ланочка, ты как думаешь, последний раз, когда к окну он подошел, почему он так смотрел? Уроки закончились, но дети не спешат покинуть школу. Собираются во дворе и вместе с учителями ждут, когда их заберет автобус и отвезет в Дом культуры на торжественное мероприятие, посвященное 120-летнему юбилею школы. В Доме культуры собрались гости. Поздравить с юбилеем приехали представители Министерства образования и коллеги из других школ республики, бывшие выпускники школы. Сария Смыр, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение.